الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля. Сегодня мы подошли к завершению суры Аль-Кахф. И последние аяты, иншааллах, сегодня разберем. Сделаем тафсир, толкование. И последнее, о чем мы разговаривали, это были слова Аллаха Субханаху ва Тааля о том, что разве полагают неверующие, что смогут взять себе покровителей, божеств, помимо самого Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И те, к кому они взывали своими мольбами, смогут им как-то помочь в этом мире, либо в следующей жизни. То есть Аллах Субханаху ва Тааля поведал нам о том, что никто помимо Него не обладает властью, способностью помочь человеку, способностью защитить, ответить на его мольбы, лишь Он сам. А все, к чему люди взывают помимо Него, они такие же творения, как и сами люди. И это есть великое заблуждение и несправедливость, когда творение начинает взывать к другому творению, вместо того, чтобы обращаться ко Всевышнему Творцу. И сегодня начнем со 103-го аята. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Куль халь нунаббиукум биль ахсарина а'маля». Скажи, обращаясь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, «Халь нунаббиукум биль ахсарина а'маля», не сообщит ли о тех, кто понесет наибольший убыток? Аллах Субханаху ва Тааля говорит пророку саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он спросил у людей: сообщит ли вам о тех, кто понесет самый сильный убыток? Их потери будут самыми большими. Наибольший убыток. Конечно же, каждый из нас хочет узнать, кто же это за люди. Потому что никто не хочет быть в убытке. Никому не приятно что-то терять. В этом мире мы часто сталкиваемся с различными трудностями, испытаниями, в ходе которых теряем что-то, терпим определенный убыток. Но есть убыток, говорит Аллах Субханаху ва Тааля, наивысший, наибольший убыток. Хуже этого уже нет ничего. Кто же это такие? Кто же понесет этот убыток? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. А тех, чьи стремления потерялись в этой мирской жизни, но в то же время они считали, что они находятся на верном пути и совершают правильные дела. Те, которые совершали поступки, старались, тревожились, но их эти поступки далля потерялись, исчезли филь хаяти дуня, в этом мире. То есть остались они лишь в этом мире, а в следующем мире они не принесут никакой пользы человеку. И это те люди, которые считали, что они правдивы и находятся на истине, и совершая определенные поступки, они надеялись на них. То есть понятно, что человек,
который совершает изначально неправильные поступки, греховные, он даже не надеется ни на что. Его убыточность, она и так уже ясна и понятна каждому. Однако, если человек совершает, по его мнению, его убеждению, хорошие дела и надеется на награду Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, но в итоге все его деяния оказались тщетными и пустыми. И это и есть наивысший убыток. Так кого же это коснется? Что же это за люди? Аллах Субханаху ва Тааля говорит: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Это те, которые проявили неверие в отношении Аллаха, в отношении знамений своего Господа, и проявили неверие во встречу с Ним. Те люди, которые не уверовали в своего Господа и в Его знамения, которые Он отправлял. Знамения, аяты, как мирские чудеса, которые нас окружают, чудеса сотворения этого мира, также аяты, знамения, которые были посланы через пророков, через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И эти люди сочли их ложью, проявили неверие, и также проявили неверие во встречу с их Господом. Не верили, что им предстоит вернуться к Аллаху Субханаху ва Тааля для отчета и предстать перед Ним для суда. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. И их поступки, их дела стали тщетными, пустыми. И в день суда мы не придадим им никакого веса, значения. В день суда не придадим им никакого веса, значения. Касательно тех, которые совершают поступки и думают, что они поступают правильно, ученые толкуют этот аят так, что это касается любой группы людей, которые совершают различные виды добродетели, поклонения, но при этом совершают это против велений Всевышнего Аллаха. Не так, как научил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть какие-то новшества, нововведения. И каждый, совершая данный поступок, считает, что он делает добро, совершает благо, потому что с виду это деяние кажется хорошими. Однако по причине того, что они не соответствуют тому, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, эти деяния, они не будут приняты. О чем мы еще чуть дальше поговорим, иншаллах. И значит, неверующие в Аллаха, в своего Господа и во встречу с Ним, их деяния будут тщетными. Для того, чтобы благие дела человеку принесли пользу, необходим иман, вера. Если же имана, веры нет, то какие бы добрые дела он ни совершал, в судный день от них не будет пользы. Об этом множество аятов приходит. Один из которых мы с вами в суре Аль-Кахф прочитали. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. И те, которые проявили неверие, их поступки – это как мираж в пустыне. Жаждущий человек, видя его издалека, думает, что там есть вода. Однако, дойдя до этого места, он видит, что там ничего нету. И также человек неверующий, он совершает определенные благие поступки. Он может жертвовать милостыню, помогать сиротам,
беднякам, различным жертвам. Однако по причине того, что он проявил неверие к самому Господу Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, Аллах Всевышний в следующем мире не дает награду этому человеку за его благие деяния. Они становятся пустыми, тщетными, эти дела. Если же он пожелает его отблагодарить, дать ему благо, вернуть ему благом, то ученые, как говорят, он даст ему это в этом мире. То есть человеку неверующими Аллаху Субханаху ва Тааля за их благодеяние воздаст в этом мире. Однако в следующем мире все это ничего не принесет. То есть как мираж. Они совершали, старались, милостыня, да, добрые дела. Но в судный день придя, они эти дела понадеются увидеть свою добродетель, но ее нету. Потому что нету главного условия для принятия благих дел. Это иман, вера во Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И далее Аллах говорит: «Фаля нуқиму лахум яумал қиямати вазна». И этим людям в день суда, в день стояния, қиямат күні, мы не придадим никакого веса. И Аллах, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в одном из хадисов, где также приводит этот аят, он говорит: «Иннаху ла я'ти ар-раджулу ал-азиму ас-самин, яум аль-қиямати ла язину инда Аллахи джанаха ба'удатин». Воистину, в день суда, этот хадис приводит в сборнике имама Аль-Бухари, сахих хадис от Абу Хурайра ради Аллаху анху. Придет в судный день человек большой, тучный, то есть весомый такой, полный. Как правило, величина тела и его полнота, тучность – признак благосостояния человека. Так ведь мы всегда привыкли, что человек, если богат, занимает высокое положение, он обычно выглядит как? Он выглядит соответствующе, потому что он живет хорошо. Однако такой человек, говорит, придет в судный день, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и он не будет весить перед Аллахом даже веса комариного крыла. Этот человек, возможно, в этом мире он занимал определенную степень, должность. И его само тело свидетельствует об этом. Однако в судный день он придет, и по причине своего неверия в Аллаха Субханаху ва Тааля, его ослушания, он не будет весить даже веса комариного крыла. И в другом хадисе от сподвижника Абдулла ибн Бурейда приводится, он от своего отца, что однажды, когда он находился с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, пришел человек из племени Курайш. И шел он горделиво, высокомерно, бахвалясь своим положением, потому что занимал определенное положение в обществе. И когда он подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, поближе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Бурайде, сподвижнику Бурайда, и сказал: вот он, человек, которому Аллах Субхану ва Тааля не придаст никакого веса в судный день. И этот аят еще один из аятов, который свидетельствует о том, что благосостояние человека в этом мире и успешность в достижении материальных благ и каких-то степеней в обществе, это не является показанием его величия, его значимости перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И далее Аллах говорит: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
это их воздаяние. Джаханнам, ад. Их воздаяние за совершенные поступки – это будет адское пламя. Бима кафару по причине проявленного ими неверия, ваттахаду аяти ва русули гузва, и они взяли мои знамения и моих посланников посмешищем. Насмехались над Аллахом Субхану ва Тааля, над Его посланниками. И из этого аята мы можем извлечь пользу, что шутки, насмехательства на темы, связанные с религией, ни в коем случае недозволительны. Они абсолютно неприемлемы. Часто в обществе распространяются даже ложные, шуточные насмехательства, такие как анекдоты, небылицы, карикатуры. Все это абсолютно неприемлемо в отношении религии. И Аллах Субханаху ва Тааля в другой суре говорит, обращаясь к тем, которые отвечают: мы лишь шутили, когда вопрос возникает о религии, о религиозных постановлениях. Мы же лишь пошутили. Аллах говорит: «Ля та'тадиру кад кафартум ба'да иманикум», обращаясь к ним. Не оправдывайтесь. Вы проявили неверие после того, как уверовали. Поэтому, как правило, мы всегда соблюдаем: никакие шутки, насмехательства ни в коем случае не должны исходить из уст верующего человека. А если же он стал свидетелем и находится рядом с теми, от кого такое исходит, то он должен от них уходить. И ни в коем случае не находиться в их обществе. И да убережет Аллах, если он сам не говорит, но при этом стоит, слушает и еще за компанию смеется над этими шутками. Это очень серьезные вопросы. С религией шутить нельзя. Это не та тема, на которой можно шутить. И далее Аллах говорит: «Инна алладина аману ва амилу ссалихати канат лахум джаннатуль фирдауси нузуля». А те же, которые уверовали и совершали праведные поступки, их обителью будут сады Фирдаус. Аллах Субхану ва Тааля, когда поведал участь неверующих, грешников, тех, которые отвернулись от посланников Аллаха, которые отрицали воскрешение после смерти, которые насмехались над религией и посланниками, после упоминания их участи и то, что их ждет, Аллах Субхану ва Тааля рассказывает о тех, кто уверовал. И это часто встречается в Коране. Мы это уже упоминали на одном из уроков. Аллах Субхану ва Тааля в Коране и также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисах часто применяет этот метод. Сначала устрашение, а потом сообщение о лучшей жизни. Здесь также сначала приходит устрашение, а потом сообщение о том, что же ожидает людей, которые уверовали и совершали праведные поступки. Их обители будут сады Фирдаус. Что такое сады Фирдаус? Об этом нам сообщает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И в своем хадисе говорит, в Сахихе Бухари и в Сахих Муслиме приходит: «Ида саальтум Аллах аль-джанната фас'алу аль-фирдауса». Когда вы просите у Аллаха рая, просите Фирдаус.
فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. И Фирдаус, он поясняет, это наивысшее место в раю и середина рая. То есть это сады, область, находящаяся в центре и на самой высоте. И из этих садов протекают, истекают райские реки. Рай, ширину которого мы даже не можем себе вообразить. Ардуха ас-самават валь-ард. Это ширина, расстояние между небесами и землей. И в этих райских садах есть самое высшее, наилучшее место. В самом центре этих рая это Фирдаус, сады Фирдаус, откуда берут свое начало райские реки, центр рая. И им будут сады Фирдаус, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Халидина фиха ла ябгуна анха хиваля», и будут они пребывать там вечно. Но при этом ла ябгуна, не будут желать анха хиваля, изменения своего положения. Как обычно бывает, человек, привыкая к одной вещи, он начинает желать что-то другое. Такова сущность. То есть постоянство, будешь кушать каждый день одно и то же, это начинает человека надоедать, он начинает уставать, он начинает хотеть что-то другое. Однако Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Халидини фиха», они будут там вечно, но в то же время они не будут желать изменений. Человек может, как же вечно одно и то же место, может подумать. Однако Аллах Субханаху ва Тааля отвечает, что вы не будете желать там каких-либо изменений. Все будет настолько совершенно. И человек будет испытывать такие блаженства, что это ему никогда не наскучит. Оно всегда будет человеку приятным. И он не будет желать какую-то замену этим местам. И далее Аллах говорит: «Куль лау кана аль-бахру мидадан ли калимати рабби, ланафида аль-бахру кабля ан танфада калимату рабби, валау джитна бимислихи мадада». Предпоследний аят суры Аль-Кахф. Аллах уже в заключении суры говорит: «Скажи же, если бы море было чернилом для слов моего Господа, то это море иссякло бы, прежде чем иссякнут слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И если даже привести еще подобное море». Мы все возвращаемся к началу суры и помним причину ниспосылания, когда иудеи и мушрики, многобожники мекканские обратились к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и задали ему определенные вопросы. Вопросы про обитателя пещеры, про Зуль-Карнейна, на что Аллах Субхану ва Тааля ниспослал целую суру. И в этой суре подробно, детально описал и ответил на те вопросы, которые они задали пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И сейчас говорит Аллах: скажи же им, это знание Аллаха, то, что Он ниспослал, речь Его Коран, это Его знание. И даже если целое море будет чернилом, и все это море потратить на то, чтобы написать знание Аллаха, и еще такое же море, второе, использовать как чернила для написания знания Аллаха, они иссякнут, прежде чем иссякнет знание Аллаха Субхану ва Тааля. Насколько велик Он?
С какими бы вы вопросами ни являлись, что бы вы ни задавали, Аллах Субханаху ва Тааля, Его знание безгранично. Даже если вы будете задавать столько вопросов, что нужно будет целое море чернил, чтобы написать ответы на них, это никак не убавит знания Аллаха Субханаху ва Тааля. Хуаль Алим. Аллах, Он сведущ о каждой вещи. Знает все, что было, все, что есть, все, что будет. И то, чего не было, а если бы было, то как бы оно было. Это знание, которое мы даже представить и вообразить не можем. Он ничего не забывает, никак не путается в своих знаниях. И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль иннама ана башарум мислюкум юха илайя аннама илахукум илаху вахид». И скажи же, что я лишь человек, подобный вам. Однако мне приходит откровение от Аллаха. Юха илайя, вахи приходит, откровение от Аллаха. И тут, то есть, это также вызов людям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в ответ на вопросы неверующих, он привел целую суру. И говорит, все это речь Аллаха Субхану ва Тааля и Его знание, и оно никогда не иссякнет. Я лишь человек, подобный вам. Я родился, я живу, ем, пью, болею, нуждаюсь в том же, в чем вы нуждаетесь. Однако мне приходит откровение. И вот в этом также вызов людям. То есть, если же вы сомневаетесь, то напишите такую же суру, приведите такую же книгу, приведите такой же аят. Я ничем от вас не отличаюсь, но я вот привел такую суру. А вы же не веруете, сомневаетесь. Так приведите тогда, что вам мешает. Я человек, и вы люди, напишите же тогда. Однако, конечно же, никто не способен привести даже суру, подобную суре Корана. Ведь он неподражаем. Ведь это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И продолжая в аяте говорит: «И мне приходит в откровение, что ваш Господь, ваше божество, это божество единое». Божество единое, то есть Он один. Божество, которому вам следует поклоняться, веровать, обожествлять, обращаться с мольбами, просить помощи и страшиться наказания Его. Он лишь один, и нет никого наряду с Ним. Как в суре, которую мы все знаем, «Куль ху Аллаху ахад», мы говорим, скажи, Он Аллах один. И здесь тоже говорится «Иляхун вахид». В арабском языке применяется ахад, один, и здесь вахид тоже в переводе означает один. И в заключении: «Фаман кана ярджу ликаа раббихи». И кто же надеется на встречу с Господом своим? То есть кто надеется, вернувшись к своему Господу, заполучить вознаграждение и обрести лучшую жизнь? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Пусть же совершает праведные поступки и не предает своему Господу сотоварища. В конце суры, в последнем аяте, Аллах Субханаху ва Тааля разъясняет причины, которые приведут человека к лучшей жизни, когда он встретится со своим Господом. Причины, из-за которой человек обретет счастье и не упадет в упадок. Какие причины? Две. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Пусть совершает праведные дела, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. И не предает своему Господу сотоварища. Это есть два условия принятия поклонения человека. Совершает праведные деяния, то есть деяния, которые узаконил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля через своего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям.
То есть пусть следует пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Никаких новшеств, нововведений, а лишь по сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, совершает праведные деяния. Амалян салих. Какое дело праведное, какое нет? Кто определяет? Аллах субхану ва тааля. Он определил и пояснил через своего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Первое условие, значит, это следовать пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям, совершать те поступки, те дела, которым он нас научил. И второе, «Валя юшрик би ибадати раббихи ахада», и не предает своему Господу сотоварища. Здесь толкователи Корана что говорят? Здесь речь о малом ширке, рия. «Валя юшрик би ибадати раббихи». И пусть же не предает в поклонении своему Господу сотоварища. То есть, когда человек совершает поклонение, и помимо довольства Всевышнего Аллаха, он желает достичь еще каких-то других целей. К примеру, похвалу людей и показать себя с лучшей стороны. И таким образом, в этом аяте Аллах субхану ва тааля пояснил нам два условия принятия поклонения человека. Если он хочет, чтобы те благие поступки, то добро, которое он совершает, принесло ему пользу в этом мире и в следующей жизни стало причиной, чтобы войти в райские сады и провести вечность, отдыхая и в блаженстве, то пусть он совершает это искренне и так, как обучил нас пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. На этом, дорогие братья, у нас сура Аль-Кахф завершается. Альхамдулилля. Просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы те знания, которые мы приобрели за время наших лекций и уроков, были полезными для каждого из нас. И просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Он облегчил нам применение данных знаний в нашей повседневной жизни. Практика. Ведь именно это самое важное. Знал, и главное, эти знания применять. Ведь перед Аллахом субхану ва тааля за это мы также будем отвечать. И некоторые сподвижники больше всего боялись именно этого вопроса. Как приводится от Абу Дарда, ради Аллаху анху, что это тот вопрос, за который я переживаю больше всего. Как я руководствовался своими знаниями. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله